Снегопад, который обрушился на Чувашию этой ночью. К этому часу, по данным Чувашского гидрометцентра, выпало 65% декадной нормы осадков. Заставил коммунальщиков работать в усиленном режиме. В Чебоксарах дороги расчищают 176 единиц спецтехники и 1300 рабочих. Территории вокруг домов от снега спасают дворники. Лидия Галактионова посмотрела на то, как улицы после снегопада приводят в порядок, а заодно познакомилась с лучшим дворником Московского района Чебоксар. Кстати, конкурс на определение лучшего в профессии ежемесячно проводят во всех 3 районах города. В Московском на это звание в январе претендовали 10 человек. Вот так каждый день с 4 утра. Еще не зажегся свет в окнах, а дворник уже на ногах. Чтобы люди пошли на работу по подметенным нескользким дорожкам. В снегопад работы прибавляется. Вот 4 часа вышли сегодня. 3-4 раза убираем. А так чисто не будет. Лопата, скребок, лом. Всем ловко орудует Людмила Ивановна. А главное, работает на совесть. В управляющей компании «Прогресс» не нарадуются. Побольше, говорят, таких работников. Во дворах было бы чище. Круглый год, если вот сюда мы заедем, всегда вот здесь территория очень чистая, аккуратная. За зиму в этом дворе еще механизированной уборки не было ни разу. Она только ручную работает. И жильцы привыкли к такому идеальному порядку. За эту территорию, проспект Максима Горького, 15, Людмила Дмитриева отвечает уже 19 лет. Никогда никаких нареканий к ее работе не было. Ее знают и уважают, жильцы дома все здороваются, а то и останавливаются побеседовать. И мы всегда удивляемся над ней, откуда у нее столько сил. Мы даже не успеваем, в какое время она убирается. Но всегда все чисто. Замечательный человек, замечательная женщина. Она еще такая очень добрая. Свою работу Людмила Дмитриева называет хорошей физической зарядкой. За долгие годы к большим нагрузкам привыкла. А вот участие в соревновании стало для нее полной неожиданностью. Первое место приятным сюрпризом. Я даже никогда не думала. У нас всегда чисто было, но не думала я так. Лучших в своей профессии выбирала межведомственная комиссия. В течение января специалисты осматривали конкурсные территории. Оценивается, значит, и содержание подъездов, и оценивается асфальтовое покрытие, и, значит, уборка контейнерной площадки. Победителей пригласили в администрацию района. Им вручили дипломы и денежные премии. За первое место 15 тысяч рублей. Спасибо вам за ваш труд. Низкий вам поклон. 3-й год подряд мы ваш двор ставим пример. Конкурс проводится с 2015 года. Финансируется он из городского бюджета. Лучших дворников определяют в течение 5 месяцев с ноября по март. По словам организаторов, это стимулирует их качественно выполнять работу, да и престиж профессии повышает. Работников по комплексной уборке зданий в городе не хватает. В управляющей компании «Прогресс», к примеру, готовы трудоустроить 5 человек. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.